Именно с этого момента начинаются настоящие приключения Маши. Сказка, знакомая почти каждому. Маленькая путешественница и домовитый медведь, лишившийся комфорта и тишины после знакомства с ней. А что ты на меня кричишь? Ну вот, я же говорила, что нельзя злиться и бросаться на маленьких девочек. Перемены и приключения пугают Михаила Потапыча, но постепенно хозяин привязывается к неугомонной Машеньке. В конце концов, девочка и косолапый подружились. Так постановка доносит до ребенка вечные истины в понятной и занятной форме. Да тихо ты! На самом деле добрый спектакль, и как совершенно два персонажа из разных миров потихонечку находят друг другу какие-то пути, дорожки и находят контакт друг с другом, хотя вообще в жизни они не должны были встретиться. Закончилась сказка со счастливым концом. Маша вернулась домой к бабушке с дедушкой и пообещала приходить в гости к медведю. Яркие куклы, веселая музыка и интересная история зачаровала маленьких зрителей. Мне очень понравился спектакль, и было очень интересно смотреть. Особенно последний момент, где Машенька и медведь прощаются. А еще было очень смешно смотреть, как Машенька спряталась в корзинке, а медведь думал, что она на крыше. И все так и говорил. Я первый раз пришел на кукольный спектакль, и мне было очень интересно. Я смотрела этот мультик «Маша и медведь». Мне сейчас было очень интересно. Понравилось, когда Машенька изображала, что она сидит на чердаке. И она рассказывала, что когда она плакала, изображала, что плакала. Больше всего мне это понравилось. Вдыхают жизнь в куклы и наполняют сказочное пространство актерской игрой артисты из Озерского театра кукол «Золотой петушок». В этом году ему исполняется 70 лет. Опыт у команды большой. Такие гастроли они проводят ежегодно. Все нон-стопом таким произошло. То есть буквально звук настроили и сразу на сцену буквально. Когда вошли в спектакль, у нас все-таки, то есть мы в спектакле и все, мы забыли про все проблемы наши, про все дела. А так, в целом, спектакль, я думаю, зрителю понравился. Для него это был необычное, мне кажется, представление такое. Мы смотрим друг у друга афиши и берем те спектакли, которых нет в репертуаре на данный момент. Чтобы не повторяться, не дублироваться. И плюс ко всему, что-то, конечно, стараемся предлагать всегда интересное друг другу, что-то необычное, что-то из последних, из свежих, новых постановок, и то, что проверено, конечно, уже на зрителя. Приехала делегация в Ингушетию в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Минкульта России. Здесь они проведут 3 дня и за это время покажут 3 спектакля. Чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и поблагодарить гостей за приезд, в ТЮЗе также провели пресс-конференцию. Мало того, что ты общаешься с разными театрами, но наши дети тоже и зрители приобщаются к другой культуре. Это очень важно, когда наши дети видят только одни и те же наши спектакли, а когда приезжие театры уже показывают другой репертуар, свою культуру, это очень ценно. Это не только обмен опытом, но и обмен многими такими, произведениями, которые недоступны бывают здесь для нас, для постановки. Благодаря программе «Большие гастроли» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. На второй день артисты из Озерска планируют показать спектакль для аудитории чуть постарше. Это сказка «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду». Хава Газикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.